Далее смотрите брифинг по лесопожарной обстановке в Якутии. Глава региона Айсен Николаев в прямом эфире озвучит актуальную информацию о лесных пожарах в республике. Предлагаем послушать. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Сегодня прошло заседание правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об основных решениях, принятых на заседании. Сегодня у нас здесь из Якутска министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев проводил заседание правительственной комиссии Российской Федерации по борьбе с чрезвычайными ситуациями. В том числе первым вопросом был рассмотрен вопрос по борьбе с лесными пожарами на территории Российской Федерации. Конечно же, в первую очередь по Республике Саха-Якутия. И в результате рассмотрения вопроса по представлению Рослесхоза при поддержке глав Республики Саха-Якутия и Иркутской области Зиничев Евгений Николаевич принял решение ввести режим межрегиональной ЧС в лесах, межрегиональной на территории Республики Саха-Якутия и Иркутской области. Это дает сегодня возможность более свободного маневрирования силами федерального резерва и дает более оперативное решение вопросов федерального финансирования борьбы с лесными пожарами. Вместе с тем хочу сказать, что уже где-то более недели мы и живем в таком режиме, когда практически вся федеральная группировка, федеральный резерв по лесоохране уже переброшен или перебрасывается на территорию республики. И в последние дни уже по прямому поручению президента на территорию Якутии перебрасывается значительная уже группа сил Министерства по чрезвычайным ситуациям. Так, уже 200 спасателей находятся на территории республики. Прибыло еще дополнительно 2 самолета Би-200 сегодня в Мирной. И сегодня уже на территории республики, уже вот сейчас из Нерюнгри взлетели, это вертолет Ми-26 из Хабаровского авиаотряда, который сюда идет, и Ми-8, который идет сюда с Амурской области, которые, конечно же, нам нужны тоже для борьбы с лесными пожарами. В целом, я считаю, что это решение позволяет нам, еще раз говорю, более уверенно смотреть на будущее уже с точки зрения, в том числе, финансового обеспечения борьбы с лесными пожарами. Ну и исходя из этого, какова сегодня общая лесопожарная обстановка у нас в республике? Лесопожарная ситуация со вчерашнего дня существенно не изменилась. Вместе с тем острота ситуации по ряду населенных пунктов, которые вчера у нас присутствовала, несколько спала. Вместе с тем мы по всем 14 населенным пунктам, о которых мы и вчера говорили, сохраняем режим уже полной такой боевой готовности, работы, укрепляем силами дополнительными Министерства чрезвычайных ситуаций, которые к нам в Якутск тоже начинают прибывать. Так, сегодня группа 26 специализированных формирований МЧС, она была направлена и уже прибыла на Идейский пожар в Хангаласском области. Сейчас буквально уже через несколько часов мы надеемся приземлятся самолеты, которые будут уже из Мирного сюда привозить силы МЧС, которые будут дополнительно направлены на пожары в Намском районе, в Горном районе и на Уселданские пожары. Вот пока такие основные направления. Вместе с тем, там, где обстановка будет требовать дополнительного еще реагирования, у нас сейчас здесь в республике должна быть создана в течение ближайших часов специальная оперативная группа сил лесопожарных из Хабаровского и Приморского края, которые тоже, мы надеемся, в ближайшие часы уже смогут вылететь и к завтрашнему утру здесь появиться у нас в республике. Это тоже группировка 75 человек, которая будет использоваться как оперативный резерв для тушения вновь возникающих пожаров. К сожалению, в последние дни у нас есть их увеличение именно по заречным районам, и мы видим, что там нужна оперативная группа для тушения этих пожаров. Ну и в целом могу сказать, что для координации работ по тушению пожаров лесных сейчас решением министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации здесь координация работы по этим направлениям будет уже закреплена за МЧС России, конкретно за главным управлением. Ну и координацию будут проводить руководители МЧС. Вот сейчас Евгений Николаевич Зиничев сам здесь находится. После его отъезда один из его первых заместителей тоже, как сегодня было объявлено, останется на территории республики на несколько дней, чтобы полностью уже довести ситуацию до нормализации. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии Айсена Николаева по лесным пожарам. Ну а мы переходим к выпуску новостей, и вот его главные темы.
Аэропорты в Якутии, где из-за смога не могут вылететь самолеты, продолжат работать круглосуточно. Паромы вернулись к движению по реке. Продолжает расти число новых заражений коронавирусом, ежедневно выявляемых в Якутии. С понедельника не прошедших вакцинацию начнут отстранять от работы. Единственному цементному предприятию Якутии, восполняющему всю потребность региона в этом строительном материале, исполняется полвека. Аэропорты Якутска, Мирного и районов, где наблюдается сильная задымленность, сегодня и завтра продолжат работать в круглосуточном режиме. Между оперативным штабом при Минтрансе и руководством аэропортов достигнута договоренность. Напомним, из-за смога и плохой видимости аэропорты не принимают и не выпускают рейсы. Скопилось достаточно большое количество пассажиров. На сегодняшний день исчерпан весь гостиничный фонд. Для размещения людей, чьи рейсы отложены, Министерство транспорта договорилось с рядом образовательных учреждений. Пассажиров разместят на базе общежитий. Сегодня ночью будут выполнены несколько рейсов по магистральным маршрутам, а также рейс до Ленька и Полярного. Завтра региональные перевозчики планируют выполнить рейсы до Среднеколымска, Батагая, Сакырыра, Уснеры, Усть-Куйгу и Вхону. Пытаемся разгрузить сейчас достаточно большое такое скопление рейсов, пассажиров, и ситуация на самом деле сложная. Тем временем на реке Лени возобновилось движение паромов. Переправа осуществляется караванным составом. Так, по маршруту Якутск-Нижний Бестях работает состав из 5 паромов. В обратном направлении перевозят транспорт 4 парома. Караваны ведут работу с использованием радиолокационной станции под управлением удвоенного командующего состава. Подобный метод организован только на переправе Якутск-Нижний Бестях, но при этом все еще функционируют паромы Кангалас-Сотенцы и Максагалох-Качекацы. Причем очевидцы в Хангаласском районе сообщают о большом скоплении машин на той переправе. Поэтому на эти паромные причалы направлены с проверками надзорные органы. Также в Минтрансе добавили, что движение маломерных судов и судов малой пассажировместимости пока запрещено. Да, мы уже пробовали буквально с месяц назад, когда только началось задымление, да, видимость была почти там метров 200-300, и мы вот пробовали эту методику караванов, в принципе, очень хорошо себя зарекомендовала, потому что идет головной теплоход, за ним выстраиваются все, допустим, 4-5 единиц. В кильватор то, что видят все друг друга. Допустим, мы выбираем безопасный участок для расхождения со встречным караваном. Это очень безопасно и продуктивно получается. Более 800 человек тушат пожары в Намском районе, из них порядка 300 в Тастахском наслеге. Там полыхают 2 лесных пожара на общей площади 540 гектаров. Один очаг находится в 10 километрах от села Тастах. С южной стороны по восточной кромке до речки Чакыя проложена минполоса, ведут встречный пал. Юго-западная кромка второго пожара в 5 километрах от населенного пункта. На месте работает оперативный штаб. Оба пожара удается сдерживать. Тушат огонь 48 спасателей из Федерального резерва. В целом обстановка по Тастахскому наслегу стабильная. Все силы и средства работают координированно. Об этом сообщает глава Улуса Юрий Слепцов. Работают 3 пожарные машины, и очень много техники. Очень хорошо работает трактор Сахатрас-Нефтегаз Тетра. Основную работу по большому счету сделал этот трактор. Поработал и вчера уехал вокруг населенного пункта минерализованной зоне проработал эскаватор Сахатрас-Нефтегаз. И здесь находятся военные, 2 техники БАТ и 5 МТЛБ. Активно восстанавливают сгоревший микрорайон в селе Беськёль горного района. В настоящее время расчищают территорию. Работают специализированные формирования, республиканские предприятия и военные. Расчистку планируют завершить в начале следующей недели. Продолжит Юрий Осипов.
Десятки человек и тяжелая техника. Все работают в поте лица, чтобы как можно скорее расчистить территорию для нового микрорайона. Это и специализированные формирования, сотрудники республиканских предприятий и военные. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в селе сообщает, что планируют завершить расчистку уже в начале следующей недели. Всего задействовано 7 самосвалов, 2 Урала. Это сегодня я хочу сказать благодарность войсковой части инженерных войск. Сегодня ребята работают, 20 солдат вышли и сегодня помогают на расчистке. Также задействовано 2 погрузчика, эскаватор и 2 бульдозера. Как только работы по расчистке будут завершены, здесь начнется строительство жилых домов, и совсем скоро на месте пепелища должен быть воздвигнут новый микрорайон. Чтобы не терять времени даром, параллельно уже ведутся работы по планировке территории. Принято решение о скором начале аварийно-восстановительных работ по дорогам. На сегодня уточняется смета этих видов работ. Тем не менее, техника дорожников, газовиков подошла именно для того, чтобы очистить территорию и уже подготовить территорию для начала строительных работ. В будущем микрорайоне будет восстановлена вся инфраструктура. На сегодня электроснабжение села Бяскёль осуществляется по временной схеме. Идет обследование высоковольтной линии. Также обследованы газовые сети пострадавшего микрорайона. Как показала экспертиза, подземные трубы не пострадали и необходима замена только газовых стояков. Это поможет сэкономить драгоценное время. После того, как жители определятся с местом строительства, каждому дому будет подведен газ. И после того, как нам администрация даст отмашку и покажет, где будут дома стоять, мы в течение 20 дней газовые отводы все восстановим. Ну и, по всей видимости, несколько многоквартирных домов будет построено на другой территории. Будем заниматься проектированием, ну и по возможности тоже все сделаем, чтобы было оперативно. Чтобы помочь погорельцам, объединилась вся республика. Сейчас уже начаты различные социальные выплаты от правительства Якутии. В стороне также не остались и предприятия, и простые граждане. Каждый помогает, чем может. Как сообщили в администрации Горного района, в помощь погорельцам поступают как деньги, так и вещи первой необходимости. Ведь это не беда одного села или даже района. Трагедия нашла отклик в сердце каждого якутянина. Юрий Осипов, Джилустал Иннокентьев, Георгий Григорьев, Горный район. Переходим к эпидобстановке. Продолжает расти число новых заражений коронавирусом, ежедневно выявляемых в Якутии. За минувшие сутки заболели еще 148 человек, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 75. Отмечают нарушение режима, согласно которому прибывшие из отпусков при выходе на работу в обязательном порядке должны сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию. Устойчиво выявляют новые случаи заражения в Ленском районе. Вновь появилось большое количество заболевших в Мегино-Кангаласском улусе. Что касается вакцинации, то поступило в Якутию с начала кампании 315 тысяч доз вакцины. Первый компонент получили 289 тысяч человек. Использовано более 92% от общего объема препарата. Как проходит вакцинация в организациях, начнут проверять с 15 августа. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, я напоминаю, что с понедельника, с 15 августа 2021 года в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Республике Саха-Якутия будет непосредственно осуществлено, работодатели обязаны будут осуществить отстранение без сохранения заработной платы работников, которые не прошли вакцинацию. Соответственно, начатые после подобного рода действий относительно работодателей будут совершены проверки, которые проведет Управление Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. К другим темам. С каждым годом в Амгинском улусе пчеловодов становится больше. На сегодняшний день в районе насчитывается 20 пчеловодов, которые содержат более 150 пчелосемей. Жительница Амги Саргалана Рожина вместе с мужем занимается пчеловодством 4-й год. Они уже из крупных пчеловодов в регионе. Сейчас у них 2 пасеки на 55 пчелосемей. В прошлом году семья собрала 380 килограммов меда. В этом году планируют собрать около тонны. Отметим, что показатели целебности меда, собранного в Якутии, в разы превосходят мед из центральной части России. Поэтому желающих заниматься пчеловодством в улусе становится только больше.
Единственному цементному предприятию Якутии 50 лет. В 1971 году в поселке Максагалох был запущен первенец якутской стройиндустрии – цементный завод, который на сегодняшний день является крупнейшим предприятием республики. Ежегодно Якутцемент производит до 500 тысяч тонн цемента, тем самым восполняя 100% потребность региона в этом строительном материале. Сегодня в торжественной обстановке наградами от имени главы и правительства республики, Госсобрания Илтумен, Минстроя и администрации района отметили более 40 сотрудников предприятия. 50 лет заводу, в принципе, как и мне, поэтому это большой, очень большой праздник для Якутцемента. Это большой трудовой путь, который он прошел. Прошел не просто от начала, когда завод только строился, когда пережил тяжелые времена, и сейчас, когда он, я считаю, что на расцвете своих сил, потому что мы достигаем таких высот, новая печка, новые мощности, как по клинкеру, цементу, так и по щебню. Мы работаем, мы умеем работать, и мы будем работать дальше. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.